Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе. Отправляемся в Калининский район, в парк Первомайский. Благоустройство парка Первомайский начали в 2019 году. До осени 2020-го там появятся аллея влюбленных, детские игровые комплексы с резиновым покрытием, батутные площадки, карусели, хоккейная коробка с раздевалками и трибунами для зрителей, скейт-парк. Но все же основное место притяжения парка Первомайский – озеро. Здесь вот полностью демонтаж площади делаем. Уже начали? Или... Ну, начали разбирать подпорные стенки. Вот, у нас вот с правой стороны они уже начали все демонтаж делать. Здесь у нас задача какая стоит? Вот ребята их прекрасно знают. Полкожеряда 3 вечера будет проходить у нас здесь. Успеете? Вот успеют. Все полностью, Райфович. Самолет уже есть у нас. Да. Только вот это, там коммуникации идут. Тут у нас 2 кафешки вот по новой. Может, это не успеем. Вот сейчас проектировщики считают и по времени, и по этой. Лучше успеть. Ну, у нас самолеты полностью, ставить, да? Райфович, Все, есть. полностью освещение меняется, все прожектора меняются. Еще один экран выставляем. Полностью брусчатка, лестницы, все будет заменены. И 3 вечера, 3 дня, значит, это самое, здесь будет флокоряда полностью. Поэтому вот на это работаем. Как единый. Да, это единая концепция. Единый. Там, ну, как бы, материал должен, как бы... Рафаэльевич, материал уже закуплен. Порядка 10 тысяч квадратов гранитной брусчатки у нас уже тут стоит. Все привозили. Порядка 47 фут. Весь материал готов. После снега весной начинаем полный ход. И не только это будет готов. Центральная аллея парка, то есть эта часть с парком будет готов, чтобы народ и проходил, и гулял. Эта часть... Говорят, народ будет, они никуда. Да, поэтому весь эта часть будет готова. Вот. Практически касается парка. Вход по границе улицы, Орджоникидзе, это все парковая зона. И туда интегрируется. И сейчас работаем, вот эти подпорные стены все уже сняли. И габеном вот собираем. Вот тут работает народ у нас. Ну, практически за весь период, они там даже на Новый год отдохнули, по-моему, 3 дня, и все, остальное время постоянно здесь, постоянно работали. Подрядчик озера отсветил, полностью иллюминацию сделал здесь. Иллюминацию на деревьях сделали, каток сделали. Вот пока эту площадку не трогаем, то есть ее использовали тоже для новогодних праздников. Все это единое будет, получается. Вот вокруг дворца единая полностью территория. Все это дело лыжнего оставили, люди все равно здесь вот по кольцу на лыжах все это дело постоянно гуляют. Каток тут и дети в хоккей играют. Каток мы на зиму оставили на спортивной площадке, чтобы здесь вот сконцентрировать внимание. Салют был прямо с озера. То есть вот пушки стояли на озере. Собрался? О, народу много было. Да, здесь, ну, мы сделали как? МЧС нам сказал, давайте сделайте нормальную, значит, зону отчуждения. И люди сами у нас были на площади, елка у нас была перед ДКМПО, а стреляли отсюда. Тут свайное поле у нас месяц отодвинулся из-за того, что тут 60-й вот кабель проходит воды. И вот только перенос вот сделали. Со вторника уже начинаем. Места готовили под габенами. Отметки есть. Вот, да? Да, уже этот собрали сейчас. Начинаем свайное поле делать. Ограждение делали, чтобы никого туда не пускать. Для дня города. Да, Здесь еще пока нет площадки, да? Нет. Да, уже. Нижнее освещение все готово. Пока знак, а весной уже в конце. Все, инженер тут парка был в зоне. 12 месяцев. Получается, каждая арка будет символизировать какую-то дату событий вот молодожен. То есть Вот по той, которая... Да. 12 арок будет стоять и будет выходить на... освещаться, да? Да, там подсветка, все это дело будет. И потом выходит уже вот за озеро на центральную площадь, там будет большое сердце, символизирует, в принципе, концепцию семьи.
А около озера что-то там, какая-то инсталляция будет? Будет. Вот она как раз она будет символизировать, как раз эти 12 арок заканчиваются и будет сделано большое сердце. Первомайский пока зимой не совсем понятно, но так в целом как впечатление. Ну, я приехал даже, ну это уж так просто. Я хотел, мы же начинаем перед Дворцом культуры, а вот там уже начались работы, потому что на площадке к фольклориаде нам нужно сделать площадку. Это такой амбициозный, конечно, план, но посмотрим. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфе – озеро Теплое. Оно находится в микрорайоне Инорс. Озеро Теплое – пруд-охладитель Уфимской ТЭЦ-2, поэтому водоем не замерзает круглый год. Сбросной канал. Значит, и практически вот оно туда впадает. Здесь мы уже тропу здоровья сделали, то есть мы пробили тропу здоровья, и сейчас вот задачу ставим, чтобы его закольцевать. В этом году запланировали, значит, здесь освещение уже, вот полностью периметр обогнуть. Вот практически это кольцо закольцовано. Сейчас мы часть уже отсыпали, ту часть, чтобы у нас здесь была велодорожка по кольцу. И здесь такая вот зона отдыха. Очень востребованная территория. Здесь у нас вот утки практически только Ну, слетают, а здесь вот зимой. они зимой, да? Да. Летом у нас здесь два пляжа. Значит, один пляж организовывает предприниматель. То есть, в принципе, сам его содержит, значит, все это дело, в принципе, развивает. Сейчас, возможно, здесь вот можно пройти, посмотреть вот эту всю парковую зону. Здравствуйте. Часть жителей отдыхает на той стороне, часть жителей, значит, вот, по тропе здоровья ходят здесь. Еще одно красивое место есть, вот там, где теплое озеро уже впадает, значит, в реку Уфа. Там целый водопад открытый. То есть, если вот туда выйти, там, в принципе, там вообще вот прям вода падает, значит, и зимой вообще очень красиво. А так, конечно, вот здесь уже количество большое. Вода чистая, как я видно. Лебеди живут у нас там, Даже. в той части, да. То есть, если можно пройти, посмотреть лебедей, пара. Очень красиво. А так вот здесь вот парит. Здесь вот по проекту в перспективе грибной славом, потому что ребята здесь на байдарках занимаются, они занимаются вот там выше, там где вот такой вот водосброс идет уже активный, там занимаются на байдарках. А так здесь вот, конечно, летом тоже очень красиво. Вот там получается у нас бульвар Баландина, вот в тот часть озера практически входит, значит, ну, вот. Сейчас велодорожка у нас здесь сделана вдоль по Сельско-Богородской. В этом году мы хотим закольцевать Сельско-Богородскую, значит, вот с этой части, чтобы значит, она у нас была практически связана. А так, конечно, красивое место. Очень красивое место. То есть там пройти, там часть предприниматель парк нам сделан, тоже очень такой. А это вот что за жилые дома, да? Это как домики отдыха. А вот это что такое? Это рыбаки. Да, Рыба есть, да? Рыба есть, да, здесь. То есть вот там большая территория, где вот Инорс заканчивается, то есть большая площадка есть для сквера. Мы там пока как предложение вот хотим, чтобы на той территории, вот как Инорс сам выходит, ту береговую зону благоустроить. А так, конечно, тропа здоровья уже есть вокруг теплого озера, она практически через нас проходит. А там что вот за этим лесом? Там река Уфа. Все, там уже Да, край да, города. Всё. Да, и там Сипайлово. То есть, по сути дела, один из мостов должен был с Инорса пойти у нас на Сипайлово. То есть он практически вот так вот должен связывать был. Сельско-Богородская здесь тоже, вот сейчас если перейдем, там Сельско-Богородская улица. Да? Все здесь вот летом практически сюда все приезжают, отдыхают. Сейчас начинаем проектировать уже, то есть уже вот как бы деньги есть, все по городу, а потом уже вот этот год и с жителями собирать будем, и обсуждать будем. Бабушки здесь вот были построены далеко. Ну, я предлагаю не так все делать. Вы останавливаете здесь. Не надо дорожек делать, ничего не делайте. Спроектируем большой парк. Тут надо по-другому подходить. Если вы по-нормальному хотите сделать, надо все по-другому делать. Тут так не пойдет дело, что там дорожки сделали. Во-первых, всю береговую зону надо привести в порядок.
значит, разобраться с этими домами, что там по той зоне, потом продумать, какой парк. Давайте комплексно подойдем. Нет, ну мы сделаем хороший проект. Ну, то есть Обсудим, как? обсудим, да. Kulmanda balıkçılara gerek. Balık. Попить рекеры. Да. Да. Вообще сперва вот навести порядок, а потом на Bundan yılanlar yürüyorlar. Dik motor mında evet biz pensionerlarga Вот самый evet olun. да, порядок найдем. Порядок вот mana o'zi. Korvet kesmişim pişirak çıkacak. Su astının Bizning yukarısı. hozir kultura sablida aytsa o'sha evet bo'lar. Mana shunda bo'libdilar da shuklarni tashlab ketadilar. Шмакельный, да, хороший. Rahmat. Gitse bardak eylenen. Sizga rahmat, siz наведете порядок. Самый главный железный, керекный. Рафич, а почему мы на озеро Теплое заехали? Я об этом озере слышал. Я, кстати, первый раз здесь. И мне многие жители обращались навести порядок в Теплом озере. Вот. Здесь силами так фрагментарно делается, но ну, что-то пытаются делать. Нет, мы подойдем комплексно, вот, как к парку Кашкадан. Вот, все почистим, наведем. Лучше я чуть позже сделаю здесь, наведу порядок. Но я наведу порядок так, что он будет на 50 лет. И благоустроим озеро. Это будет место, куда не то что Инорс будет проезжать, а со всей Уфы и из других еще районов будут проезжать. Очень красивое место. Очень красивый, поэтому потенциал мы используем по максимуму. Ну вот то, что теплое, оно интересно, не вредное, вот эти испарения, которые... Нет, это тут рыба ловится. Рыба есть, очень хорошая рыба. Вот. Лягушек очень много, сказали. Змеи водятся. То есть тут своя уже там биологическая есть какая-то структура. А теплое оно, потому что... Это сброс воды с ТЭЦ. Но безопасно. Да, конечно. Это все под контролем Ростехнадзора и прочее. Ну что ж, приедем сюда через сколько? Через год, два? 19, 20, 21 год здесь будет все по-другому. Спасибо. О нет, 22-й. 22-й год. 22-й год, да. Спасибо. 2 года будем здесь наводить порядок. Ну, зная вас, я думаю, что мы приедем сюда еще и в процессе работ. Да, обязательно, да. Спасибо. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе и следующий объект – озеро Кашкадан. Озеро Кашкадан естественного происхождения, достаточно большое. Его длина чуть более километра, средняя ширина 300 метров, глубина 2,5 метра. В 2019 году приняли решение благоустроить само озеро и территорию вокруг. Последняя неделя уже 420-450 рейсов в сутки. Днем работает 44 сейчас самосвала. Ночью, в эту ночь 18 самосвалов работает. 9 экскаваторов, бульдозер, 3 петушка. Вот. И основное уже, ну можно сказать, больше половины сняли. До конца месяца вывозим. Привезли уже порядка 4000 кубов глины. Замок уже с левой стороны уже делаем. С левой стороны уже делаем замок. И основное у нас самое глубокое место, вот правая сторона. Сейчас посмотрите, еще 1,5 метра тут надо углублять. Грязный ил, да? Вот. Да, конечно, это все у нас, вот если в штаб зайдете, на чертежах мы вам все покажем, какая часть грязь, какая что. Успеем до 15 марта, так как потепление начинается, после этого уже благоустройство начнем уже весной. Это просто приостановили, вы приедете, чтобы дороги, пробку не создавать, вот внутри дороги делали песком, глиной, и оттуда уже все, вот бассейн, видите, уже тут 1,5 метра спустили, там метр, там 80 сантиметров, и тут идет аж до 2,5 метра. Метр сняли, еще 1,5 метра вот этой
на этой А части. где глину будем- начали отсыпать уже, говорите? Вот эта глина привозная. Уже вот начинаем замок делать. Берега уже тут делаем. Ну, замок и в то же время формировать Да, берег. А да. уже тот берег, уже вот я так понимаю, уже Да, отпланирован. да, вот это финишный, это вот так, откос уже там финишный. Вот так пойдем. И вот так вот ведь так аккуратно. Все, вот и такое. дно, и бок. И еще весной загоним уже катки, чтобы укатывать, чтобы глиновый замок. Ну, для чего делается это? И будет чистая вода здесь, да? Чисти. Да. Ливневую канализацию после Нет, ливневого. ливневую канализацию вот для того, чтобы вот от частного сектора, от овражек поднять, поймать и перехватить, мы как раз должны построить ливневую канализацию порядка 600 метров в ту сторону полностью и вывести на насосную станцию. И тогда уже не Всё, будут и вода попадать будет стоки, чистая, и то вода будет чистая, да. Восстановим дорогу, Да. там дорожки нарисовано. Ну, очень красивый проект. А вот эта черная земля, это как раз вот, наверное, Вот это, илистая. да, Вот это илистая земля как С раз. запахом есть. таким ужасным. Запахом, да? Да, ужасным Да. запахом. Да. Это же не то, что озеро там в 2000-х годах где-то сделано и набралось. Это веками набранное ил. Чуть неудобства создаем для района, но еще месяц. и Ничего, закончим, да. потерпел, да. Здесь по планам ну, все виды работ когда заканчиваются. Вообще-то до 1 ноября, но мы Дойдем день до города, да, день города закончим. То есть вот города. вдоль будет вот, то есть можно вдоль воды, вот по, как я говорил, гулять. Пирсы у нас, Берег. дорожки у нас, много еще, Рафаэль. Там освещение, видеонаблюдение, еще детские площадки намечаются, озеленение. А сцена, и вот как раз амфитеатр такой вот получился. И практически каждые выходные здесь наполняют мероприятия. события. Традиционно в определенный день запланировали, и люди уже знают, что сегодня будет что-то, и идут. Ну, такая сцена нормальная. Там есть возможность переодеться артистам и так далее, детям, да. И такой амфитеатр, такое излюбленное место получилось. А? Да, классно. Звук хороший здесь. Так А же? фольклориада здесь тоже будет, да, точка, нет? Ну, фольклор не предусматривается, не но все равно приглашать будем сюда тоже. Да. Да. Основная площадка фольклориады будет проходить в Атане, этнопарке, УМПО, и потом районные площадки тоже будут. Можно вопрос, Ильич? От Кашкадана что мы ждем? От Кашкадана ждем, что это будет один из лучших парков Уфы. И в частности решили, что мы, когда начинали здесь вот план дальнейшего развития парка, мы решили все-таки сперва почистить само озеро. Это очень трудоемкая, очень объемная, довольно дорогая работа, но без чистки озера ничего хорошего не получилось. И вот сейчас вот мы решили, причем мы предприняли такой необычный вид чистки озера, что и люди были очень удивлены. Мы слили все озеро, и зимой, чтобы грязь не разводить, вот зимой вывозим всю грязь, которая скопилась на дне, весь ил. А это, наверное, тысячи машин, тысячи. Вот, зато уже мы к весне у нас будет готов котлован, куда уже потихонечку весной начнем заливать воду и, соответственно, обустраивать уже побережье. А когда планируем завершить? В этом году к осени парк примет уже в полном объеме. Будет завершено, да. Спасибо. В этом случае с этим надо